Добрый вечер, мои хорошие, мои прекрасные подписчики, гости моего канала Яблоко Ольга Второй. Я с вами Ольга Николаевна. Хочу вам признаться, что вы у меня такая хорошая аудитория. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши сердечки, за ваши комментарии. За все, мои хорошие, я вас благодарю. И хочу с вами сейчас провести расклад. Ваши сомнения. Давайте посмотрим, в чем ваши сомнения. Высшие силы, расскажите нам, в чем ваши сомнения. Так. Ну, в чем ваши сомнения? Вы сомневаетесь, как говорится, в своей победе. Почему вы сомневаетесь в своей победе? Давайте посмотрим. Ну, я не знаю, у вас процветание дома, в доме все хорошо. Почему сомнения идут? Какие сомнения? В чем они идут у вас? Ну, в том, что вы что-то с настроением у вас просто апатичны, просто сейчас депрессии, не видите каких-то дополнительных эмоциональных чувств. Что-то в эмоциональной сфере вы немножко загрустили. А почему? Ну, как-то, знаете, связано по детским вопросам. То, что не получается действовать так, как вам хочется в детском вопросе. Еще почему? Ну, потому что пришло время трансформации, то есть перерождения из плохого, как говорится, в хорошее. Нужно перерождаться вам. Пришел старший аркан 13. Да, это смерть. Так, почему еще? Ну, потому что нужно работать над отношениями, над ресурсами. То есть, если что-то со здоровьем, надо здоровье поправлять. Если какие-то материальные вопросы, их тоже надо поправлять. А вы вот обнуляетесь, вы как-то, знаете, легко так идете по жизни. Раз, потратил, раз там что-то ушел. Ну, уходить, конечно, надо от старого, все старые вещи, как говорится, выкидывать. Но тем не менее и вспоминать, что у вас все-таки есть такие, как сказать, отдохнуть нужно вам от всего. Вы устаете, часто устаете. А отдых не обязательно уже нужен вам. Вы рассуждаете, конечно, как королева кубковая. То есть такая, знаете, все нравится, ласковость такая, знаете, нежность, такая заботливость. Честность, признательность такая, какая-то, мягкая натура. Ну, такие знаки водяные: рыбы, скорпионы, раки. Вот это вот есть такое у вас. Чувствительность большая. Ну, интуиция тоже, соответственно. Нужно двигаться вам. Обязательно движение уже, как сказать, вперед. Не задерживаться нигде, ни в чем не задерживаться. А вы сомневаетесь. Вы сомневаетесь, потому что у вас ваша мягкость, она как бы вас тормозит, задерживает каким-то образом. Вам нужно к семейной лодке прибывать, постараться побыстрее, как говорится, двигаться в эту сторону, в эту цель бить. Потому что десятка пентаклей выходит, это здесь уже не нужно сомнений никаких. Да, это вам должно понравиться, мои хорошие. Здесь уже без сомнений. А в чем тогда сомневаетесь? Ну, сомневаетесь в том, что с вами будут делиться всей этой радостью, безусловной любовью, беззаботностью, такой вот всем хорошим. Вы переживаете за это, что не будет обратной отдачи. Почему еще сомневаетесь? Ой, сомневаетесь еще в том, что по правосудию может прийти, как говорится, то, что иногда вы, как говорится, излучали в этот мир, в это пространство. По правосудию так. Здесь две десяточки, как говорится. Одно колесо крутится в одну сторону, а другое колесо может повернуть и в другую сторону. Так. Еще вы сомневаетесь, как отшельник, как одиночка, в том, что нужно все проверить, что все впереди надо осветить. Но это, в принципе, так оно и есть. Сомнения эти должны, да, провериться
обязательным способом, потому что, ну, если не проверишь их, то как узнаешь, что там впереди? Правильно, это рассуждение правильное. Ну, что еще? Какие еще могут быть сомнения? В чем они выражаются? Две карты вышли. Ну, в том, что победитель, как бы, знаете, в словах, а в делах пока вы себя еще не видите победителем. Но заслуженный успех уже все равно у вас есть. Вы как-то должны понять, что самооценка у вас хорошая. Ну да, правильно. Самооценка у вас хорошая. Вы сейчас по десяточке, по пентаклей. То есть это прекрасная карта. То есть и семья все довольны, и в семье, как говорится, и здоровье, и материальный успех. Все это есть. Так, в чем сомневается отшельник? Отшельник сомневается, как бы, знаете, вот есть ли вообще на свете, существует ли любовь любовная. То есть такая любовь какая-то безграничная. Он в этом сомневается. Он постоянно в этом случае на выборе. Так. Что еще можно в сомнение здесь подать? Как говорится, почему вы сомневаетесь? Вот вы сомневаетесь, что с вами будет ли такая же обратная связь, какая вы. То есть будут ли с вами делиться всем хорошим. Не сомневайтесь, будут. В семье будут вас любить, уважать, ценить и будут делиться с вами и улыбками, и да, да, мои хорошие, вы будете в семье прекрасный, новый цикл у вас рождения ребенка будет. То есть вы будете императрицей, будут вас все ценить на самом высшем уровне, и все будет у вас прекрасно. Прочь сомнения, так скажем, прочь сомнения. Я правильно говорю? Ну да, правильно. Правильно я говорю. Вышел Паш Кубковый. То есть и дети, а дети как они это устами младенца, как говорится, гласит истина. Так, что еще спросить? Сомнение. В чем сомнение? Вот вы сомневались в победе и недвижимости, что ли? Давайте посмотрим, почему у вас сомнения возникли в отношении недвижимости. В отношении недвижимости. Почему возникли сомнения? Так, сейчас посмотрим. Ну, потому что разрушены отношения. Потому что вы ушли на постоянной основе. Ну, как сказать, после холодных речей, после острых таких мечей в вашей жизни вы решили уходить, подниматься по лестнице повышения, как говорится, и сознание одна. Но вы уходите, и, как говорится, у вас впереди еще есть такие возможности. А почему победители? Вы сомневаетесь, что вы победите? Потому что сами себя поставили на паузу. На паузу поставили свою магнетическую часть жизни, как это говорят. Нужно принимать и признавать, что она у вас есть. Магнетизм, как сказать, темперамент, действенность, харизматика и магическая часть вашего существа. Она все тут и есть, все у вас имеется. Поэтому сомнения прочь. Я правильно говорю? Да, правильно. Правильно я говорю. Причем это на стабильной основе все у вас есть. Все это подтверждается. Так что, мои хорошие, прочь сомнения. Совет какой у вас? Ну, совет вот знаете какой? Вот чистоту вам. Очиститься как ребенок и будете прекрасно новое начинать, новое начало, как говорится, вам обеспечено. Вот такие дела, мои хорошие. А на дне колоды сейчас идут исполнение желаний. Загадывайте. Ой, сколько там много звезд, и во лбу у вас звезда горит. С этим я вас поздравляю. Самый прекрасный такой расклад. Я не ожидала даже. Пока-пока.